Сыктывкарский строитель может смело занести в актив прошедший хоккейный сезон. Об этом заявили директор и главный тренер команды на традиционной встрече с болельщиками. Строитель одержал 14 побед и с 6-го места вышел в плей-офф Суперлиги, где на стадии четвертьфинала уступил бронзовому призеру страны клубу «СКА Нефтяник». Задачи на следующий сезон не менее амбициозные, заверил главный тренер Павел Франц. Сейчас важно провести правильную селекционную работу. Мы знаем наши слабые места и наши сильные стороны. Так что мы ведем в этом направлении работу. И скоро вы увидите хороших полузащитников. Хотелось бы, конечно, в первую очередь, это сохранить команду. Это сохранить костяк ребят, которые вели в этом году команду. И на фоне них немножко точечные делать усиления. Это первоначальная, самая главная задача сейчас, когда в период селекционной работы мы над этим работаем. И прежде всего мы хотим, конечно, улучшить наш состав. Директор клуба Константин Агафонов поблагодарил правительство республики, титульного спонсора и партнеров команды за всестороннюю поддержку и выразил уверенность, что после обретения собственной базы на республиканском стадионе строитель сможет показывать еще лучшую игру. Мы также с нетерпением ждали и сейчас ждем, когда мы все-таки выйдем на нашу центральную арену, где будем готовиться, где у нас будет все условия для подготовки к следующему хоккейному сезону. Еще раз отдельные слова благодарности вам, болельщики, что вы помогали нам, всегда были с нами, как бы не было нелегко, когда мы были на выезде, многие из вас приезжали к нам и поддерживали в других городах, также и в Сыктывкаре. Ребят, большие слова благодарности именно вам. Лучшими игроками строителя по итогам сезона стали Артем Лихачев и Денис Лапшин. Подарки от партнеров команды также получили самые преданные болельщики и спортивные журналисты.